В эфире радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее. Приветствую всех слушателей радио Крым Реалии. В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы вступаем в область одной из самых трагических, одной из самых важных, тем не менее, страниц крымской истории — эпоха революции. Революции. Об этом мы тоже поговорим, 1917-1920 года. И сегодня моим гостем будет кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы Андрей Иванец. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем просто с места в карьер. Февраль, а по нынешнему стилю март 1917 года на полуостров приходит известие о том, что больше царя никакого нет. И, может быть, и не предвидится, а может, не предвидится. И вот что происходит в Крыму. Крым, как один человек, все встают, значит, на защиту царя Отечества, выходят с лозунгами «Если не Николай, то кто?» Или, наоборот, выходят с лозунгами «Гнать царя тряпками», вот, или ничего не происходит. Известие о том, что свергли царя, пришло в Крым не сразу еще, задерживалась эта информация, и когда оно пришло, то общество не сразу среагировало, была у крымского общества определенная боязнь последствий после событий 1905-1907 годов, но очень быстро общество, его разные составляющие, оно пришло в движение, потому что новая ситуация, она действительно требовала реакции от общественности по той простой причине, что отказ царя от власти, он вынуждал просто людей самоопределяться в новых условиях. Плюс временное правительство в Петрограде, оно убрало те барьеры, которые ограничивало возможность для общества реализовываться в политической и в общественной сфере. И в результате политическая жизнь забурлила, начались массовые мероприятия, возникли новые органы власти, были уничтожены некоторые старые структуры власти, но прежде всего ушел в отставку, вынужден был уйти исполняющий обязанности губернатора, был назначен комиссар Временного правительства Яков Харченко, такой земский деятель, известный в Крыму, однако он недолго тоже в этих революционных условиях руководил Таврической губернией, Крымом в том числе, поскольку его заподозрили в неких махинациях экономического свойства. Впоследствии они не сильно подтвердились, но уже буквально меньше, чем через месяц комиссаром Временного правительства стал кадет Богданов, тоже земец. И эта фигура уже играла роль на протяжении нескольких лет периода войны революции в Крыму. Я предпочитаю называть этот период, как и многие другие историки, именно периодом войны и революции, поскольку старт революционных событий в Петрограде, он дал старт сразу нескольким революциям, и российской революции, и в революциям национальным, вот в частности в Крыму это была революция крымско-татарская. Возникают, помимо советов, которые в марте уже сразу стали образовываться в разных городах и населенных пунктах Крыма, и в них входили преимущественно социалистические партии российские, эсеры, меньшевики, некоторые другие партии, идет самоорганизация и крымских татар. Это очень такой интересный процесс. Если до 1917 года крымско-татарское национальное движение, оно охватывало прежде всего такие элитарные круги интеллигенции, людей, которые имеют определенный достаток и образование, то
неожиданно для многих в 2017 году весной проявилось массовое крымско-татарское национальное движение, которое включало в себя уже достаточно много людей. Ну, например, 7 апреля по новому стилю 1917 года произошел первый Всекрымский мусульманский съезд, в котором приняло участие 2000 людей. По одним данным 1500 делегатов, по другим данным это все были делегаты. И если мы вдумаемся в эту цифру, то окажется, что это почти 1% от тех крымских татар, которые проживали на своей исторической родине в Крыму. И тут, кстати, стоит отметить, что Крым очень специфический был регион. Он входил в состав Таврической губернии, где основное население, большинство относительное составляли украинцы. Но это было характерно из-за материковых уездов, такая этническая ситуация. В самом Крыму была заметная пестрота этническая, и было большое количество, вторая его была особенность в том, что большое количество людей проживало в городах. По мнению, например, некоторых исследований, более половины жителей Крыма уже на 2017 год проживали в городах. Это очень высокий показатель урбанизации для того времени, он намного превышает и среднеукраинский, и среднеимперский показатель. И это все сказалось в дальнейшем на течении революционных событий. Мы увидим, буквально, собственно, видим с началом революции сразу появились организации и новые политические, преимущественно социалистические. Кадеты действовали очень активно, как такая либерально-центристская российская партия, хотя с великодержавными определенными взглядами, что привело впоследствии к конфликту с крымскими татарами. И мы видим разворачивание социалистических партий российских и социалистических партий других этнических сообществ, которые были представлены в Крыму. Это и украинские, и польские, еврейские социалистические партии. Но все-таки на этом фоне крымско-татарское национальное движение, оно выделялось, потому что представители коренного народа, они сумели провести первый Всекрымский мусульманский съезд, который дал толчок уже действительно революционным преобразованиям крымско-татарского общества, потому что старые структуры, которые долгое время определяли многое в общественной и экономической жизни крымских татар, такие как Таврическое магометанское духовное правление и Вакуфная комиссия, они были распущены, и демократическим путем были созданы новые структуры, революционные структуры. Это Временный Крымско-мусульманский исполнительный комитет, сокращенно МУС-исполком, и новая Вакуфная комиссия. Вошли в состав этих органов преимущественно молодые люди, которые имели высшее образование. Это дало серьезный толчок для развития крымских татар. По сути, это был приход новой элиты, старые элиты, мурзаки и духовенство дореволюционное, они были оттеснены от руководства общественными делами, и начались такие революционные трансформации, в частности, в крымско-татарском обществе. Были реформы инициированы, системы образования. Началось меняться положение женщины в крымско-татарском обществе. Крымские татарки уже создали свои первые мусульманские женские комитеты весной, в апреле 1917 года. Бахчисарай был одним из таких первых городов, затем в других городах возникли. И они принимали уже активное участие в мусульманском эмансипационном движении во всероссийском масштабе, вот в частности в съезде мусульманских женщин. В самом Крыму мы в советское время говорили о двоевластии весной 1917 года, о том, что существовали органы либерально такие буржуазные, которые подчинялись Временному правительству, и существовали советы
которые представляли как бы другую форму власти. Но в реальности с 2017 года, именно весны, лета, в этих органах власти были представлены преимущественно социалистические партии, преимущественно российские социалистические партии, и большой конфронтации между ними в этот момент не происходило. Параллельные процессы революционные происходили на материковой части, в Украине, где возникла Украинская Центральная Рада. Были сторонники Центральной Рады в Крыму, возникает с весны целый ряд громад украинских, просвиты, отделение Украинской партии социалистов-революционеров и в Севастополе, и в Симферополе, в Феодосии, в некоторых других населенных пунктах. Украинская социал-демократическая партия имела своих сторонников в Крыму и проводила свою деятельность с весны. И таким образом в Крыму наметились вот 3 национальных проекта, которые видели несколько по-разному будущее Крыма. Пророссийские силы, которые хотели его сохранить в составе России и в составе Таврической губернии, их, в принципе, устраивало административно-территориальное деление. Крымско-татарское национальное движение, которое начинало с лозунгов о национально-культурной автономии, однако постепенно перерастали требования уже к требованиям федерации и постепенной автономизации Крыма. И украинское национальное движение, которое тяготело к Центральной Раде и которое тесным образом взаимодействовало с крымскими татарами. Особенно острый вопрос взаимодействия стал с июня 1917 года, потому что в Киеве была провозглашена автономия первым универсалом Украины, и, соответственно, для Крыма стал вопрос о его будущем, потому что Крым, как мы помним, входил в состав Таврической губернии, где большинство составляли украинцы, и необходимо было самоопределяться. Причем в переговорах, которые вели руководители Центральной Рады и с Временным правительством, по итогам был выдан второй универсал этих переговоров, где не говорилось четко о территории будущей автономии, говорилось, что она откладывается ее провозглашение формальное на более поздний период. Однако в неформальных переговорах, которые произошли, речь шла о том, что в состав автономной Украины должно входить 10 губерний. Об этом говорил руководитель генерального секретариата, это правительство Украины, созданное в июне 2017 года. Соответственно, предполагалось и как минимум включение части Таврической губернии, возможно, всей Таврической губернии в состав автономной Украины. И вот в этой ситуации необходимо было реагировать политическим силам Крыма. И мы видим 2 направления. С одной стороны, пророссийские силы, социалистические и либеральные, которые были представлены и в органах, которые подчинявшихся Временному правительству, и в советах крымских, поставились довольно индифферентно или враждебно к провозглашению автономии Украины. В июле месяце губернский комиссар был приглашен в Киев, однако он туда не поехал, а вот в Киев приехали представители органов национального самоуправления крымских татар, а к лету они развились очень сильно, были созданы в национальные органы самоуправления практически по всем регионам Крыма, и мусульманский исполнительный комитет сконцентрировал в своих руках очень много полномочий относительно общественной и политической, экономической жизни крымских татар. И вот как раз представители Мосисполкома Амет Эзенбашлы и Джафер Сейдемет, одни из лидеров Мосисполкома, они прибыли в Киев для переговоров, и такие переговоры с Центральной Радой состоялись. По итогам взаимодействие между украинцами и крымскими татарами вышло на новый уровень, и
в последующие месяцы Украинское национальное движение и органы национального самоуправления, и Крымско-татарское национальное движение действовали как партнеры в плане переустройства постимперского пространства в федерацию демократических таких национальных и территориальных образований. И в сентябре месяце большая крымско-татарская делегация, в частности, принимала участие в Киеве в съезде народов, который принял решение о проведении учредительных национальных учредительных съездов, областных учредительных съездов до Всероссийского учредительного собрания. И это оказало такое серьезное влияние на разворачивание уже крымско-татарского национального движения. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Андреем Иванцом. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжаем наше вещание. В эфире радио «Крым Реалии». И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко» на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Возвращаемся к нашему разговору с Андреем Иванцом. Итак, крымско-татарское национальное движение, как естественным образом миноритарное в бывшей Российской империи, протягивают друг другу руки, и, может быть, что-то у них и получилось осенью 17 года, но тут вот раз и происходит большевистский переворот. Вот как большевистский переворот отразился на территории Крыма, на отношениях между украинцами и крымскими татарами, на отношениях внутри самого полуострова, и в конечном итоге удалось ли реализовать задуманное крымско-татарской революцией, достичь там уровня государственности? Крымские татары и украинцы в принципе, восприняли негативно большевистский переворот в Петрограде. И, кстати, абсолютное большинство политических сил Крыма и Таврической губернии придерживались именно этой точки зрения. Надежды большинства политических сил возлагались на Всероссийское учредительное собрание, а у национальных организаций, органов национального самоуправления еще и на национальный, и в крымском случае еще и крымские учредительные собрания. То есть виделось большинству политических сил Крыма и Украины такой демократический путь развития. Необходимо было, по их мнению, выявить волю народа и затем уже реализовывать те проекты, на которые будет дана санкция народных избранников. Но большевики, они имели другой проект, они навязывали леворадикальную диктатуру и свои большевистские эксперименты в экономике, политике, такую глубокую трансформацию на основах недемократического общества без частной собственности. И, соответственно, столкнулись разные проекты будущего Крыма. Украинская Центральная Рада провозгласила после падения легального правительства в Петрограде Украинскую Народную Республику. Это был путь для самосохранения Украины, для защиты национальных интересов. Провозглашена Украинская Народная Республика была 20 ноября 1917 года третьим универсалом, и в нем очерчивались четко территориальные границы Украинской Народной Республики. Фактически по соглашению с крымскими татарами Центральная Рада признавала крымско-татарский народ главным субъектом самоопределения в Крыму. И в связи с переговорами с крымско-татарскими лидерами было записано в третьем универсале, что входит в состав Украинской Народной Республики Таврическая губерния без Крыма. Соответственно, Крым оказался в ситуации отрезанности территориально-административной от России, потому что возникла Украинская Народная Республика, в ситуации вакуума власти, потому что легальной власти в Петрограде не было, большевики, по сути, узурпировали власть, и потом они пытались ее легализовать через второй съезд Советов. Однако в Крыму
несмотря на то, что поддерживалось социалистическое развитие, и советы развивались, их становилось достаточно много в Крыму, разных советов и рабочих, и солдатских, и крестьянских депутатов, тем не менее большевистский переворот был воспринят негативно, потому что он, по мнению большинства политических сил Крыма, создавал помехи для созыва Всероссийского учредительного собрания. Крымские татары в этой ситуации, они инициировали проект Крымской Швейцарии, они выдвинули лозунг «Крым для крымцев», для всех тех людей, которые живут в Крыму и готовы его защищать. При этом подчеркивали, что должны быть защищены интересы крымских татар, но они не должны быть исключительно защищаться интересы крымских татар. Хотели, чтобы не было гегемонии одной национальности, одной этнической группы в Крыму над другой. Попытка создать такое сообщество крымское, которое бы развивалось по демократическому пути развития. Двигаясь по этому пути, крымские татары объявили о созыве Курултая как национального учредительного собрания. Это было сделано еще в октябре после съезда народов. Это реализация, по сути, программы съезда народов, который прошел в Киеве. И такой национальный учредительный съезд, национальное учредительное собрание крымским татарам удалось провести. С 9 по 18 декабря в Бахчисарае состоялся первый Курултай. Выборы на него прошли по всему Крыму среди крымских татар. По пропорциональной системе было избрано 79 депутатов. Абсолютное большинство из них придерживалось таких умеренно социалистических и национальных взглядов. И, в принципе, работа Курултая как национального учредительного собрания прошла достаточно эффективно. Вот в той ситуации захвата власти большевиками, агрессию, которую развязывали большевики против других общественно-политических сил и государственных образований на постимперском пространстве, не всем это удалось. Результатом Курултая стало создание крымско-татарского национального правительства и принятие крымско-татарских основных законов. Это первый был конституционный акт в истории Крыма. Крымско-татарские основные законы, они были обязательны для исполнения крымскими татарами, по мнению, собственно, их создателей, членов Курултая, и они должны были уважаться другими крымчанами. Кто был во главе этого правительства и что было записано самое главное в этих законах? Возглавлял правительство, первое правительство, крымско-татарское национальное правительство, Наман Челебиджихан. Это одна из ключевых фигур в истории крымских татар вообще, поскольку это первый демократически избранный муфти. Это произошло еще весной 17 года. И он же был одним из сопредседателей Курултая. На Курултае было несколько сопредседателей, пока он работал как учредительное собрание, и ему же доверили возглавить крымско-татарское национальное правительство 26 декабря 1917 года, которое состояло из 5 членов и должно было решать все вопросы, связанные с крымскими татарами, и реализовывать те посылы, которые были закреплены в крымско-татарских основных законах. В принципе, это был достаточно демократический документ, который отменял в крымско-татарском обществе сословные ограничения, который вводил равноправие мужчин и женщин, очень важный аспект. И, в частности, предполагал, что будет избран крымский парламент, не крымско-татарский, а именно крымский, и что необходимо, чтобы в тексте самом крымско-татарских основных законов еще провозглашалась Крымская демократическая республика, но ее окончательно должно было создать уже Крымское учредительное собрание. То есть видение национального движения крымских татар было в том, что двухступенчатое самоопределение. Вначале национальное самоопределение крымских татар на Курултай, и следующий этап – это Всекрымское учредительное собрание. Эта идея была поддержана
другими демократическими силами Таврической губернии, вот в том вакууме власти, который возник после захвата в Петрограде, разгона Временного правительства, в Таврической губернии накануне собрания Курултая собралось земско-городское совещание, как его называли. Ну, в нем реально принимали участие и представители земств, представители муниципалитетов, профессиональных союзов, советов, национальных организаций. По сути, все демократические силы, за исключением либеральных, не участвовали кадеты, и за исключением большевиков, которые, собственно, уже готовили свой проект будущего Крыма, недемократический, они сумели в обстановке критической объединиться и создать временный высший орган губернской власти, Совет народных представителей Таврической губернии. И именно Совет народных представителей Таврической губернии, он должен был довести Крым до учредительного собрания, и на Всекрымском учредительном собрании должно было определиться будущее Крыма. Параллельно он работал в материковых уездах совместно с Украинской Центральной Радой, готовился проводить там выборы в Украинское учредительное собрание или плебисцит на 3 материковых уездах Таврической губернии. Но этим планом не суждено было реализоваться, планом демократического развития Крыма, потому что большевики сумели перетянуть на свою сторону, привлечь на свою сторону вооруженные силы и, прежде всего, Черноморский флот. Ну, об этом мы будем говорить после небольшого перерыва. Сейчас я все-таки хотел бы вот уточнить, а как в Украине, в материковой Украине, в Украинской Народной Республике отнеслись к созданию вот этих вот крымских органов власти, Совет народных представителей и Курултая директории? Удалось ли наладить сотрудничество между украинцами и крымскими татарами в Крыму и там с материком? Или в условиях там после Октябрьского переворота все друг на друга волком смотрели? Контакты между Центральной Радой и Мосвыконкомом, Мосисполкомом, а затем уже Курултаем. Курултай продолжил свою деятельность как национальный парламент крымских татар, и крымско-татарским национальным правительством они продолжались. Центральная Рада приветствовала открытие Курултая, была делегация послана на открытие Курултая, было продолжено взаимодействие. Несколько более прохладное отношение в Киеве было в руководстве Украинской Народной Республики к Совету народных представителей Таврической губернии, поскольку этот орган не заявил четко как бы о вхождении 3 уездов и больше ориентировались вот в ситуации конца 2017 года, начала 2018 года руководители Украинской Народной Республики, в частности генеральный секретариат, правительства республики, на контакты с крымскими татарами. Считалось, что это коренной народ, и необходимо взаимодействовать прежде всего именно с этой частью политического спектра Крыма. Это радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко на самом Крымском мире радио. Ни в коем случае не переключайтесь. После небольшой паузы мы вернемся в эфир. В эфире радио «Крым Реалии». И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Мы с нашим гостем Андреем Иванцом говорим о событиях уже рубежа 17 начала 18 года в Крыму, столетней давности. И так, с одной стороны, Совет народных представителей, с другой – крымские татары. А вот вы говорите, что есть еще у большевиков свой проект. Вот что это был за проект? Удалось ли его реализовать? И чем для Крыма обернулась большевизация, если можно ее так назвать? Вот 2 актора, которых вы вспомнили первыми, да, крымско-татарское национальное правительство, Курултай с одной стороны, Рада, Совет народных представителей Таврической губернии с другой стороны, они представляли собой демократический лагерь. Альтернативу этому лагерю представляли леворадикалы во главе с большевиками. В конце 17 года, в начале 18 года они действовали не единолично, они сотрудничали с анархистами и с левыми эсерами.
Этот политический лагерь леворадикалов, они хотели навязать Крыму реализацию большевистского эксперимента, полное подчинение Совнаркому и с соответствующими реформами и революционными преобразованиями в Крыму. Важно очень отметить, что в Крыму большевики не пользовались большой популярностью, мы можем это сказать четко, опираясь на данные выборов во Всероссийское учредительное собрание. Эти выборы прошли в Крыму уже после большевистского переворота в Петрограде, но в демократических условиях. Да, в отличие от Центральной России, в Крыму была и свобода слова, и свобода собраний на достаточно заметном уровне. Поэтому крымчане смогли проявить свою волю, пусть не совсем в демократических условиях, потому что борьба за власть уже шла, но все-таки достаточно свободно. И мы можем увидеть срез настроений конца 2017 года по этим выборам. И четко видно, что наибольшей популярностью пользовались эсеры, российские эсеры, которые получили больше половины голосов в Таврической губернии. На втором месте были крымские татары, на третьем месте были украинские эсеры, и именно эти три политические силы смогли провести в Всероссийское учредительное собрание своих делегатов, своих представителей. Дальше шли по популярности кадеты, и только после вот этих политических и национальных сил, только после этого шли большевики. Они получили всего лишь 5,5% голосов. Это существенно ниже, чем в среднем по Украине, и в несколько раз ниже, чем, например, в Центральной России. То есть эта политическая сила, большевики, даже с союзниками, они не могли претендовать на монополию во власти, на установление монопольной власти в Крыму демократическим путем. Соответственно, они бы не могли реализовать свои эксперименты, но они сумели перетянуть на свою сторону воинские части, прежде всего Черноморский флот, а Крым, это вот такая тоже его важная особенность, он представлял собой большую ценность именно с точки зрения военно-политической. Не забываем, в 2017 году идет еще мировая война, и начинается серия войн межнациональных и гражданских на постимперском пространстве. А Севастополь – главная база Черноморского флота. Именно там концентрируются основные и морские силы, и сухопутные силы Черноморского флота. И вот, пользуясь тем, что в распоряжении большевиков оказались боевые корабли, они их использовали для насаждения своей власти. Например, характерная была картинка и для Евпатории, для Ялты, для Феодосии, для Керчи, когда большевистские силы внутри этих городов и их союзники самостоятельно не могли захватить власть, но присылались из Севастополя боевые корабли, оттуда высаживался десант, обстреливались города, если оказывалось сопротивление, и в результате выбора, собственно, у жителей этих городов не оставалось. Конечно, действовала и большевистская пропаганда с их лозунгами про мир, про землю. Часть людей верила в такую популистскую политику большевиков, их демагогические заявления в этом вопросе, но без военной силы однозначно в Крыму большевики бы власть не захватили. Сколько времени понадобилось и когда это происходило большевикам для того, чтобы завоевать Крымский полуостров таким образом, как вы рассказали? И неужели никто не оказывал вооруженного сопротивления? Неужели у украинцев и крымских татар не было оружия при себе? Начался захват власти большевиками с Севастополя. В середине декабря 1917 года был после, кстати, первых таких кровавых событий, анархисты из отряда Макроусова начали и были поддержаны другими леворадикалами фактически незаконные задержания, аресты и потом расстрелы офицеров, грабежи в городе Севастополе. Вот, пользуясь этой волной, большевики создали новый военно-революционный комитет в Севастополе, распустили старый совет, избрали уже в этих условиях, когда они контролировали Севастополь, новый состав совета и начали насаждать вот леворадикальный режим по всему Крыму. Понадобилось им
для того, чтобы это сделать более месяца полностью. Сопротивление было достаточно серьезное. Как мы говорили, общественные настроения не позволяли большевикам претендовать на такую монополизацию власти. И в те силы политические, которые им противостояли, они создали штаб крымских войск. Ему подчинялись как крымско-татарские военные части, они были стянуты с материка, часть была создана уже в Крыму крымско-татарских военных частей, украинизированные части некоторые были, вот сами большевики вспоминают про 2 куреня, которые подчинялись этому штабу, и российские офицеры тоже противодействовали большевикам, готовы были подчиниться тем политическим силам, которые, собственно, хотели провести Всекрымское учредительное собрание. Это была достаточно такая серьезная военная сила, но все-таки она не могла сравниться по вооруженности с Черноморским флотом и с другими частями большевиков. К сожалению, им удалось на протяжении месяца захватить власть постепенно. То есть января 18 года, это уже 18. С декабря 17 по январь 18 года шел захват, собственно говоря, разных городов. Попытка штаба крымских войск блокировать Севастополь, она закончилась неудачей. Большевики, кроме того, что они использовали лозунги социального характера про землю, про борьбу с буржуазией, в этот момент они применили такой прием переключения еще внимания параллельно и на межнациональные противоречия. Пользуясь тем, что шла борьба с штабом крымских войск, вот в середине января, посреди ночи был дан гудок по всему Севастополю, раздался вой сирен на заводах, сигналы подавались со всей кораблей, Севастополь в опасности, люди, не понимая, что происходит, просто выбегали, собирались, им указывали куда, раздавали оружие, и таким образом несколько тысяч человек было мобилизовано под лозунгами, что татары наступают на Севастополь. И уже вот эта вооруженная сила, собственно говоря, двинулась на Симферополь, где заседали и Совет народных представителей, и Курултай, и смогли 14 января захватить этот город. И, собственно, это дало уже окончательный перевес. Далее оставалось только зачистить другие регионы в Крыму и на материковой части Таврической губернии. Относительно недавно, в феврале, проводились траурные мероприятия, приуроченные к столетию первой волны красного террора на полуострове. Почему большевикам нужно было ее провести, как она проходила, кто погиб, и удалось ли после этого там избавиться от большевиков, или наоборот, после этого большевики еще сильнее укрепились при власти в Крыму? Первая, собственно, волна террора произошла в декабре, мы о ней вспоминали. Она была развязана, собственно, ситуацией, когда существовало несколько центров власти, и большевистские призывы к борьбе с буржуями, к установлению диктатуры пролетариата, они вели к развязыванию вот такой стихии, хотя не всегда большевики были заинтересованы, потому что вот эта стихия кровавая выходила из-под их контроля. Например, следующая большая волна террора произошла в Севастополе в феврале 1918 года. Это следующая волна после начала захвата власти. В январе во время захвата власти тоже происходили бесчинства, грабежи и другие насилия. Но вот уже в конце января, казалось бы, власть леворадикалов установлена, создан Таврический ЦИК на съезде ревкомов и советов. И власть формально в руках леворадикалов. Однако события, которые в целом происходили на постимперском пространстве, призыв Ленина «Социалистическое отечество в опасности»,
изменения внутри Крыма, те трансформации, которые производили большевики, национализации, все это вызывало напряжение в обществе. И в 20-х числах февраля произошла вспышка насилия в Севастополе, которая, по некоторым оценкам, унесла 600 жизней. Это были люди самого разного национального и социального происхождения. Это была стихия леворадикальная, возглавляли поначалу это движение анархистующие элементы. И среди жертв оказался, в частности, и муфтий крымских татар, первый руководитель крымско-татарского национального правительства Номан Челебиджихан, который, кстати, в отличие от своего коллеги по руководству национальным движением и органами национального самоуправления Джафера Сейдамета, он пытался найти компромисс с большевиками. Но Джаферу Сейдамету удалось выехать из Крыма через Киев в Турцию, а Номан Челебиджихан был захвачен большевиками, отправлен в тюрьму в Севастополь, и одним из первых был подвергнут жестокой казни, и тело его было выкинуто в море, что, собственно, для мусульман является таким тоже очень болезненным моментом само по себе. После того, как территория Крыма была полностью подконтрольна большевистским вооруженным силам, большевики присоединили полуостров к социалистической России, во главе которой оказался Ленин, или создали здесь какую-то свою собственную систему самоуправления. Вот почему, собственно, возникла необходимость в возникновении Советской Республики Тавриды? Вначале руководил вообще Крымом военно-революционный комитет Севастополя. Он насаждал режим по Крыму, и такие же органы власти чрезвычайные возникли в других городах. Потом в конце января прошел съезд, на котором избрали Таврический Центральный исполнительный комитет Советов. Формально он теперь руководил Крымом, но ситуация геополитическая в начале 2018 года сильно изменилась. Успешное нападение Советской России на УНР, оно привело к заключению мира между Украинской Народной Республикой и центральными державами, то есть Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. В результате уже с конца февраля началось наступление совместное украинских, немецких и австро-венгерских войск. Большевики откатывались с территории Украины на восток. Часть, кстати, была эвакуирована в Крым. Из Одессы, например, про большевистских структур и военных в частности. И в этой ситуации стал вопрос, что же будет с Крымом. Советская Россия 3 марта 1918 года заключила тоже договор с центральными державами, условиями которого было прекращение боевых действий против Украинской Народной Республики, выведение войск с ее территории, неиспользование Черноморского флота во время войны. И формально Советская Россия как бы согласилась выполнить эти условия. Но, с другой стороны, пробольшевистские элементы хотели сдержать наступление, собственно, немецких и украинских войск. И один из вариантов, как обезопасить от влияния Германии, собственно, Украинской Народной Республики с точки зрения большевиков, это и было провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Большевики и их союзники, левые эсеры, надеялись, что таким образом, провозгласив такое государственное образование, они построят барьер для захода в Крым именно войск Германии и Украины. Советская Социалистическая Республика Тавриды, первый раз она немножко под другим названием была провозглашена 19 марта в масштабах всей Таврической губернии, что само по себе было нарушением Брестского мира, поскольку Советская Россия должна была
признать и признала в соответствии с Брестским миром, что северная часть Таврической губернии материковой однозначно входит в состав Украинской Народной Республики. Соответственно, через 2 дня, 21 марта, пришлось провозглашать еще раз уже в масштабах Крыма Социалистическую Советскую Республику Таврида. Это было нестойкое государственное образование, которое формально, оно даже не входило в состав Российской Федерации, заявлялось как некое новое государство. Ну, таковым оно в действительности не стало. Просуществовало оно фактически 1 месяц, потому что уже 18 апреля 1918 года вошли войска Германии на территорию Крыма. Украинские войска вошли с Германии через Перекоп, через Чонгар вошли войска Украинской Народной Республики, и власть Советской Социалистической Республики начала рушиться. На этом делаем небольшую паузу. В крымских историях на радио «Крым Реалии». Дорогие слушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии», крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и моим сегодняшним гостем Андреем Иванцом. Итак, апрель 1918 года. Как так получилось, что украинские войска, ведь Украина же признавала Крым независимым государством, и вот украинские войска входят в Крым. И германские войска, которые должны были помогать Украине, тоже оказываются в Крыму. Почему они там оказались, как они взаимодействовали друг с другом, и почему в апреле 1918 года Крым не стал частью Украины? Ну, первое, что я бы хотел отметить, Украинская Народная Республика не признавала Крым независимым государством. Руководство УНР считало, что Крым может быть партнером в деле создания федерации на постимперском пространстве, быть одним из субъектов создания этой федерации. После нападений Советской России на УНР была провозглашена независимость Украинской Народной Республики, и в этой ситуации стало окончательно ясно, что защитить национальные интересы на юге без Крыма невозможно, поскольку Крым стал местом, откуда распространялся леворадикальный режим военным путем, и моряки Черноморского флота, они даже дошли, в частности, до Киева, и знаменитая ситуация с сожжением дома Грушевского, она связана с тем, что и по этому дому стреляли из бронепоезда, которым командовал моряк-черноморец. Тоже был символический момент. И стало понятно, что ни экономические интересы без Севастополя и Крыма, ни безопасность обеспечить невозможно. И в феврале месяце уже правительство УНР приняло решение, что переговоры с Советской Россией могут быть на основании того, что Крым окажется в сфере влияния Украинской Народной Республики. В конце марта 1918 года, когда успешное шло наступление против большевиков украинских, немецких и австро-венгерских войск, правительство УНР, я думаю, получило сообщение, потому что намерение такое у немцев было, о том, что немцы собираются захватить Крым. Формально к этому дали повод сами большевистские структуры, большевистский режим, который был в Крыму, потому что вопреки Брестскому миру моряки Черноморского флота принимали участие в боевых действиях и в Херсоне, и в Николаеве. Вот та самая республика Таврида, которую мы вспоминали, она претендовала на материковую часть Таврической губернии, фактически выкачивала хлеб оттуда и даже в апреле 18 года. Все это давало формальный повод для того, чтобы ликвидировать большевистскую власть в Крыму и немцам, и украинцам. И вот здесь началась, собственно, гонка двух военных групп, которые двигались в Крым. С одной стороны, немцы заявили о намерении захватить Крым, а с другой стороны,
украинцы, получив эту информацию, власти Украинской Народной Республики, они, конечно, не могли не реагировать, поэтому 10 апреля 1918 года военный министр Жуковский отдал устный тайный приказ руководству Запорожской дивизии, которая, собственно, формировалась уже в корпус в Харькове, только недавно освобожденная от большевиков, и часть запорожцев отправилась как крымская группа войск армии УНР в Крым. Их главная задача была дойти до Севастополя и взять под контроль Черноморский флот, дать возможность, собственно, тем силам, которые там были проукраинским, поднять украинские флаги над Черноморским флотом. Ну, так что, дошли? Это надо было сделать прежде немцев, и украинские войска, основная их часть дошла до Симферополя, где была блокирована немцами, а конная группа освободила, собственно говоря, Бахчисарай. Бахчисарай – это уже город, последний город перед Севастополем, и стала на рубежах, собственно, Севастопольского градоначальства. Оставалось как бы рукой подать до этого города, но здесь из-за просчетов украинских дипломатов украинским войскам в Крыму пришлось уступить немецким, потому что немцы настаивали на том, что Крым не входит в состав УНР, так как это не закреплено ни универсалами Украинской Центральной Рады, ни Брестским миром, который был подписан в феврале. Украинцы формально парировали эти аргументы тем, что Третий универсал подписывался совершенно в других условиях, когда УНР не была самостоятельной, но таких аргументов было недостаточно. Немцы планировали взять под контроль Крым для того, чтобы реализовывать свои дальнейшие такие экспансионистские намерения. В частности, их союзники австрийские военные считали, что они будут использовать Крым как плацдарм для продвижения на Ближний Восток, такой бросок к имперским владениям Британии в Азии. И немцам действительно удалось взять под контроль Крым на время. А украинские войска должны были покинуть полуостров. Но ведь корабли Черноморского флота, как опять же недавно отмечалось столетие, 29 апреля все же подняли украинские флаги. Что же с флотом случилось? Да, в 29 апреля 1918 года, это знаменательный день в истории украинского военно-морского строительства, поскольку, несмотря на то, что украинские войска не зашли в Севастополь, большевики потеряли влияние в этом городе, и проукраинские силы смогли проявить себя в полной мере. Было решение делегатского собрания моряков Черноморского флота о том, что необходимо выполнить, собственно, закон Украины про Черноморский флот и поднять украинские флаги. Командующий Черноморским флотом адмирал Саблин 29 апреля издал приказ о поднятии украинских флагов, и они были подняты над большинством кораблей Черноморского флота. Однако, поскольку украинские войска не дошли до Севастополя, то часть кораблей покинула бухту Севастопольскую, что было нарушением Брестского мира, и это дало повод немцам захватить силой Севастополь и уже решать вопрос принадлежности Черноморского флота с позиции силы. Когда немцы вошли 1 мая в Севастополь, то на большинстве кораблей, которые остались в Севастополе, в Новороссийск ушла значительная часть, но больше половины кораблей оставались в Севастополе. Вот немцы еще несколько дней наблюдали украинские флаги, а 3 мая они все-таки заставили поднять немецкие флаги над большинством кораблей. Хотя украинское командование оставалось в Севастополе, набирало офицеров, вело борьбу за возвращение контроля над кораблями. Все
последующие месяцы до осени 1918 года эта позиция подкреплялась и позицией руководства украинской державы. Вот в частности, почему не был реализован переход до конца Черноморского флота в руки Украины, потому что 29 апреля произошел государственный переворот в Киеве. Вместо Центральной Рады пришел к власти гетман Скоропадский, и он, как военный, прекрасно понимал стратегическое значение Крыма и для обеспечения безопасности Украины, и как выход к Кубани. И сразу же в мае 1918 года он перед немцами, которые были союзниками, ставил вопрос достаточно жестко о возвращении контроля над Крымом. В Крым, кстати, были назначены старосты украинские. Но у немцев был свой план, чтобы не обострять ситуацию с Украиной и с Россией. Немцы не стали вводить прямое колониальное правление, отказались от планов реализации создания своей колонии в Крыму, которые были. Первые шаги к этому делались в мае месяце. Они решили пойти на такой компромиссный шаг, который консервировал ситуацию, и создать краевое правительство в Крыму. Поначалу они взаимодействовали с крымско-татарским национальным движением после падения большевиков, которое, кстати, отчасти произошло и благодаря крымско-татарскому восстанию в конце апреля 1918 года. Возобновил свою деятельность разогнанный ранее большевиками Курултай в мае 1918 года. И вот Курултай объявил себя 18 мая 1918 года государственным парламентом Крыма и пригласил представителей других народов присоединиться к нему, войти в его состав. И это мог бы быть государственный парламент Крыма. Был назначен премьер-министром Джафер Сейдамет, тогда уже бесспорный лидер крымско-татарского национального движения после смерти Намана Челеби-Джихана. Но из-за того, что российские политические силы не поддержали начинания Курултая и Джафера Сейдамета, немцы в июне 1918 года поручили генерал-лейтенанту Сулькевичу, Мацею Сулькевичу, который был литовским татарином по происхождению, пришел весной 18 года во главе остатков первого мусульманского корпуса в Крым. Вот немцы поручили ему создать Крымское краевое правительство. Собственно, оно начало свою деятельность в июне. В его состав вошли представители крымских татар, россиян этнических и немцев. И оно должно было помогать наводить порядок в Крыму. Само правительство пыталось получить признание хотя бы у немцев и их союзников, но это не удалось. Пыталось получить материальную помощь от немцев, но это тоже не удалось. Часто рассматривают правительство Сулькевича как пророссийское, однако это не совсем так, поскольку в его составе были представители крымских татар, которые в этот момент пытались реализовать еще один проект развития Крыма. Это был проект восстановления Крымского ханства. Вот летом 2018 года в Берлине было сделано такое предложение. Ну и в конечном итоге вот удалось ли построить нормальный там Крым, мирный и процветающий крымскому краевому правительству, и как складывались его отношения с Украиной? Или все-таки не удалось? Чем закончился этот эксперимент Сулькевича? Эксперимент Сулькевича все-таки закончился достаточно неудачно, поскольку я уже сказал, что не удалось добиться ни признания, ни поддержки материальной большой от Германии. Внутри самого правительства разные группы, которые одни ориентировались на Россию, вторые на проект Крымского ханства, конфликтовали между собой. Это привело к кризису правительства. И в конечном итоге Крымское краевое правительство, оно начало переговоры с украинской державой, потому что отношения были достаточно конфликтные. Украинская держава считала Крым своей территорией. Такие переговоры состоялись в октябре
в конце сентября, в октябре 1918 года, но тоже уже было поздно. Правительство Сулькевича провисло в воздухе после того, как страны, центральные державы проигрывали в Первой мировой войне, и оппозиция внутри Крыма, пророссийская оппозиция, готовилась взять власть в свои руки, опираясь на органы местного самоуправления. На этом мы будем ставить не точку, но многоточие. Вернемся к разговору о том, что происходило в революционном Крыму в конце 18-го, в 20-м году в следующей программе с Андреем Иванцом. Для вас работал Сергей Громенко. Это «Крымские истории» на радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио скоро вернется в эфир.